Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Горячие новости, о чем вы обязательно скоро узнаете, о чем важном узнаете, что услышите. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть горячие новости найдут вас сейчас. Пусть нужное и важное вам откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересненько. Смотрите, вот показывают, что у вас какая-то печаль на сердце. То ли это как-то связано с проблемой, то ли с той тупиковой ситуацией, в которой вы оказались. Но вот как-то идет мне, что есть у вас проблема, которая печалит ваше сердце, а что сделать вы не понимаете, не знаете. Возможно, у вас даже постигло какое-то тотальное разочарование, что «а я ничего не могу», «а у меня ничего не получается». Да, вот как сложно, очень сложно. Так сложно, что хоть вот садись и плачь. Да? Может, вы стараетесь об этом не думать. Может быть, вы уже как бы и смирились с этой ситуацией, в которой вы оказались. Но сейчас будете танцевать. Смотрите, показывают, что есть человек, и вы скоро с ним встретитесь и обязательно поговорите. И человек настолько доходчиво вам все объяснит, что выход есть. И он не один, скорее всего. Что там еще и выбирать можно. Да? Разные варианты могут быть решения вашей ситуации. Что зря вы печалитесь. Что все поправимо. Мало того, что не только можно вот все исправить, изменить. Можно еще и, разный путь выбрать, да, и еще можно даже ситуацию обернуть себе во благо. То, что вы считаете утерянным, либо недоступным, либо что вы не имеете на это права, можно обернуть себе на благо. Вы будете говорить с очень грамотным человеком. Человек прям не только вот правильно построена речь, да, но еще разбирается в тех делах, о которых вам будут говорить. Разбирается в тех проблемах, с которыми вы конкретно столкнулись. Буквально этот человек исцеляет ваше сердце, изгоняет оттуда беду, тоску, печаль, боль и вселяет туда праздник, радость и такую прям цветущую надежду. Вы на этого человека смотрите и думаете: Господи, вот спасибо огромное, земной поклон за то, что позволил мне в жизни встретить такого гениального, профессионального и очень порядочного человека. Слушайте, прям сказка, понимаете? Тьфу-тьфу, дай Боже, чтобы кто имеет проблемы, чтобы обязательно встретили такого профессионала, который бы решил ваши проблемы, либо подсказал, как выйти из круга проблем. Но вот идет, что встретитесь, идет, что не просто встретитесь, вы еще и обсудите, поговорите. Туда вы заходите буквально с грустным таким лицом, да, уставшие от проблем и с болью в сердце, а вы ходите, прям пританцовываете, да, хочется танцевать, хочется прыгать, смеяться, веселиться, кричать на весь мир, да, что вам полегчало, что вам хорошо, и о том, что надежда, да, надежда поселилась в вашем сердце, вместо боли поселилась надежда. И такие очень классные ощущения у вас идут. Дай Боже, как говорится, да, каждому свое. И пусть все ваши проблемы решатся, пусть все у вас будет хорошо и спокойно, да, и никакая сердечная боль не мешает вам нормально жить и существовать. То же самое, например, если вы с кем-то поссорились, либо вам кажется, что человек там на вас обиделся, что, может, близкий человек, да, попал в проблему, вы не знаете, как и чем помочь. Вот поговорите и выясните, что никто на вас не обиделся, все нормально, никаких проблем нет, проблем не будет, либо вашему дорогому и близкому человеку можно очень легко и быстро помочь. И есть еще и разные варианты, да, еще будете выбирать, какой путь вам выбрать. У кого-то вообще отыграется, что человек скажет: так, заплати денежку, я все сделаю сам либо сама. Вы скажете: ох, гора с плеч. Конечно, конечно, только делайте и побыстрее. Вот у кого-то такой даже приятный вариант будет.
Дальше. Скоро вы узнаете о том, что какие-то люди то ли разводятся, то ли, если не были женаты, что вот они разъезжаются, делят там что-то, ссорятся, у них расставание, да, расставание. Если они женаты были, то точно разводятся, либо подали документы на развод, или уже суд у них будет, да, по поводу развода. Если честно, очень сильно удивитесь, потому что казалось, что эти люди, они ну прям намертво друг к другу приклеены, как гвоздями прибили. Либо эти люди вообще были какой-то идеальной парой, образцово-показательной, а тут такое. А еще вскроются какие-то очень грязные подробности, ну причины, да, почему люди расстаются. И тут вы скажете, мир сошел с ума, да. Даже вот такие положительные люди тоже, ну, оказывается, могут чудить. А чудить тут явно и мужчина, и женщина чудили, вдвоем чудили в тайне друг от друга, да, но потом все это выяснилось, и теперь они расстаются, причем расстаются просто злейшими, не знаю, врагами, скорее всего. Люди, которые просто непримиримые, плюются в сторону друг друга и видеться они больше точно не хотят. Для вас, да, это большая неожиданность события с левой стороны, но и потрясение. Потрясение заключается в том, что идеальных людей не существует, да, и вот эта идеальная картинка жизни, которую там нам транслируют, да, либо там в соцсетях, либо так, вот, знаете, повсеместно, все это за уши притянуто, и на самом деле у всех похожие проблемы, да, что вот люди выдают желаемое за действительное, либо специально вот играют в эти роли, типа сладкой парочки, идеальной семьи, а на самом деле все очень и очень не идеально, как у всех, да, жизнь как у всех, вот, так что об этом вы узнаете. Разговоров, кстати, будет об этом много ходить, потому что и мужчина, и женщина друг друга грязью поливают. Там прям такое грязное белье пахучее вытащили. Там все носы будут воротить от такого смрада, да, который они в сторону друг друга выливают. Ну вот, тебе и показательные выступления, да, образцовая пара, тоже туда же. Дальше. Вы скоро узнаете о том, что есть какие-то, не знаю, как назвать, возможности, наверное, возможности, а может и невозможности, может какие-то программы. Почему-то мне идет слово программы. Программы поддержки, либо программы для людей, которые хотят там, изменить свою жизнь. Может, иммиграционные какие-то программы. Но вот почему-то идет слово программа, а дальше я не могу понять, что. Да, это будет программа, и дальше будет еще какое-то слово. То, о чем вы не то чтобы не знали, вы вообще, в принципе, о таком не догадывались. И тут вы об этом узнаете и понимаете, что вы можете этим воспользоваться. Вот напрямую можете воспользоваться, просто нужно там решиться, собрать пакет документов, либо там стать участником этой программы, как-то и плавиться, и дальше как бы все получится. И у вас такой соблазн, да, и я вижу, что вы столкнетесь с тем, что у вас побочки от того, что выбор большой, да, и вы не понимаете, на чем остановиться, что себе выбрать. И тут я дам вам совет, во-первых, переспать с этой мыслью, да, потому что на свежую голову все очень легко решается. И, опять же, на свежую голову ангелы четче подсказывают. И еще для тех, кто прям совсем не хочет ошибиться и не упустить свой шанс, возможно, вам следует обратиться за профессиональной помощью. Есть же профессиональные консультанты, да, либо специально обученные люди. В общем, не стесняйтесь, обращайтесь. И если с деньгами у вас туго, есть люди, которые могут там и в соцсетях проконсультировать, да, либо какие-то вводные дать. Ну, попробуйте. По крайней мере, лучше что-то делать, чем ничего не делать и мучиться вот этим выбором. Да? Что же выбрать, чтобы не ошибиться? Так что программы какие-то есть, и эти программы открыты для вас. Это не одна программа, это разные программы. Выбирай не хочу. Главное, чтобы под себя вы идеально подобрали, чтобы прям 100 из 100 получилось. Может, это программы соцподдержки, каких-то льгот, каких-то вот возможности. Почему-то мне про иммиграцию еще идет. Какой-то переезд, иммиграция, получение ПМЖ. Что-то еще в этом плане может вам открыться. Но опять же, вы все разные, каждому свое. Главное, чтобы вы лучшее выбрали. Так, еще. Буквально на днях вы узнаете, что какому-то человеку очень сильно стало плохо. У человека могло какое-то заболевание открыться,
человека могли забрать в больницу, у человека могли какие-то прям серьезные проблемы в жизни начаться, человек мог что-то потерять, чего-то лишиться, там, не знаю, украли, отобрали, лишили, оштрафовали, да, вот какие-то серьезные неприятности, да, назовем это общим словом, неприятности. И что интересно, возможно, даже не у одного человека, да, в одно и то же время у разных людей могут случиться такие неприятности. И тут вы должны понимать, что это действие бумерангов, которые летели, наконец-таки долетели и ударили. И ударили в самое критическое место. Ну, допустим, что для человека было важнее всего на свете, ну, допустим, деньги, да, либо здоровье, вот туда и ударили. Там, внешность, допустим, для женщин. Для мужчин, там, не знаю, машина, статус, деньги, да, вот именно туда и ударило. Что интересно, у вас от этих новостей улыбка по лицу расходится. Нет, это не потому, что вы злорадный человек, либо кому-то зла желаете. Тут, скорее всего, речь идет о том, что те, с кем неприятности случатся, эти люди прям по самые, не знаю, плечи погрязли в грехах, да, грязные руки. И перед вами виноваты, и перед другими людьми виноваты. Тут, знаете, как будто бы высшие силы их останавливают в их злобе, в их агрессии, в их вот этих злобных делах, деяниях. Их останавливают. И останавливают этими бумерангами. Но если прям так разобраться, то видно, что бумеранги летят от вас. То есть в свое время, возможно, когда вам сделали больно и неприятно, вот как раз-таки бумеранг и запустился. А может быть, вы имеете силу прикликать как хорошее, так и плохое. Ну, допустим, да, вас обидели, вы думаете: Господи, ну за что? Да, я же ничего плохого не сделала. За что меня обидели? Почему так происходит? И буквально этим моментом вы прикликаете этот бумеранг, вы, вернее, его вызываете и запускаете. А у кого-то может отыграться, что именно за вас мстят те силы, которые за вами стоят. Потому что за вами стоят разные силы, да, силы небесные, силы духа вашего рода, да, родовой канал. Стоят силы тех, кто вас любит, кто за вас молится. Понимаете? Ну вот как молитвенный щит. Поэтому вот летит, и тут у кого-то прям не один человек. Но неприятности произойдут у всех разом. То есть не так, что вот сегодня у одного человека, а завтра у другого. Нет, буквально вот в один день, да, в одно и то же время происходит, потому что так действуют бумеранги. У кого один недоброжелатель, либо один обидчик, то у одного человека будет. У кого несколько, то сразу несколько получит. Ну, понятно, что по-разному у всех будет проигрываться, но тем не менее вы все это узнаете. Прям, знаете, будет день хороших новостей. Вы скажете: вот бывает же, да, приятно, бывает такое, что столько хороших новостей в один день приходят. Нет, не злорадствуйте. Вы просто довольны тем, как Вселенная справедлива, да? Как высшие силы справедливы. Момент сатисфакции, и этот момент, он, конечно, заставит вас улыбаться. Дальше, мои хорошие, здесь показано, что тайна откроется, либо обман. Вот, может, обман, может, тайна. Смотрите, вам кто-то то ли помочь хочет, то ли предлагает свою помощь, но предлагает через кого-то. Да? И этот кто-то по своей воле отказывается. Говорит: никакой помощи не надо. Мы сами справимся, у нас типа все хорошо. Допустим, вы замужем, да? Либо вы женаты. И подходит там человек со стороны и говорит: я хочу помочь. А ваш партнер, там, не знаю, ревнуя, например, да, ревностью, запросто может быть, говорит: нет, ничего не надо, мы сами справимся, там, идите своей дорогой, типа, обходите нас стороной. И вы, вам тяжело, как бы вы боретесь, вы пытаетесь справиться, и тут вы узнаете, что вот человек хотел помочь, а ему от вашего имени, либо ей от вашего имени отказали. У кого-то еще отыграется, что вот кто-то хотел вмешаться, и этому человеку буквально от вашего имени запретили вмешиваться. И когда вы это узнаете, у вас буквально мозг закипает, и кулаки сжимаются, да, хочется пойти и морду набить тому, кто от вашего имени отказался. Но вот вышел мне момент именно ревности и страха.
Ну, может, человек действительно приревновал и побоялся, что вот, ну, допустим, если вы женщина, да, что вот другой мужчина поможет, ваш муж приревновал, скажет: господи, да она же увидит, что то герой, а я так, типа, ничего не могу. Либо то же самое, там, если вы мужчина, там, ваша женщина могла приревновать. Это, конечно, очень плохо. Но это не должно быть поводом и причиной, чтобы вы там поссорились, поскандалили или вы там от злости кипели. Смотрите, ставьте, во-первых, себя на место своего партнера, либо родственника. И еще, возможно, человек не до конца понимал, что делает, да, осознавал. Поговорите, да, просто серьезно поговорите и объясните, что если кто-то хочет мне помочь, либо нам помочь, так надо этим пользоваться, а не отказываться. То есть объясните, там, не знаю, по полочкам разложите. То есть нужно не скандалить, потому что если будете скандалить, то человек прям убедится, скажет: да, точно, я был прав, я была права, что ревновала, что отказала, да. А если вы прям логично вот так вот объясните, по полочкам разложите, что бы было, если бы вам помогли, и что происходит сейчас, когда вам не помогают, ну тогда до человека дойдет. Вот как-то так идет. Ревность и страх. Страх прям, наверное, преобладает над ревностью. Ну да, вам кто-то хотел помочь, а от вашего имени получил отказ. Человек удивился, сказал: ну ладно, сами так сами, да, развернулся и ушел. И все, да, и больше этот человек не стал ничего предлагать. И, скорее всего, наверное, и не будет предлагать, если не поговорить с этим человеком. И не сказать, что, извините, спасибо, конечно, что хотели помочь, просто произошла ошибка, туда-сюда, постараться объяснить, да. Если не объяснить, то человек навряд ли еще раз будет предлагать какую-либо другую помощь там, в этой ситуации, либо в другой ситуации. Но вот вы об этом узнаете. Кстати, узнаете каким-то совершенно неожиданным образом. То есть кто там был свидетелем, случайно там находился рядом, все слышал. Либо, может, даже ваш партнер, либо родственник, который отказался, сам проговорится, да, и так вы можете узнать. Но вот мне идет, что совершенно случайным образом узнаете, и, конечно, кровь закипит, мозг закипит, скажете: вот как так, да? Так тяжело, а тут еще и отказываются от помощи. Ну, паразиты что творят, а? Ну, бывает, такое иногда бывает. Страх сильнее, чем ревность. И страх и ревность присутствуют. Это как причины, да, почему человек отказался. Так, еще про какую-то женщину узнаете очень много всего интересного. Во-первых, вы узнаете, что эта женщина обсуждала вас за вашей спиной. Что эта женщина, мало того, что позволяла себе вас обсуждать, так она еще очень многое придумывала, да, вот от себятина. То есть коверкала, искажала вами сказанное, подавала совершенно по-другому, да, под другим углом. И эта женщина буквально пыталась, я так понимаю, либо настроить людей против вас, либо подорвать вашу репутацию в глазах других людей. И у нее это, в принципе, получалось до поры до времени, да, получалось. Ну, почему-то люди ей верили. Либо она так убедительно все это рассказывала. Опять же, она с вами общалась. Возможно, вы в глазах этих людей вообще были подружками, либо родственницами, да, являетесь. И, люди верили, да. А кому верить? Ближайшие подруги поверят, либо родственницы поверят. Вот. Зачем эта женщина это все делала? Я не могу понять, потому что здесь, знак, хотелось быть успешной. Но если она вам конкурентка, окей, я понимаю, почему успешная, но я не вижу здесь конкуренции между вами. Может быть, тем, что она про вас рассказывала, тем самым она повышала свой статус. Смотрите, да, я с ней дружу, как с барского плеча, да, потому что мне ее жалко, потому что она такая тупенькая, да, что попала творит, а я ей помогаю, да. Я такой благородный человек, поэтому я помогаю. И этим она повышала свой статус, да. Люди говорили: да, ты действительно благородная, ты так терпишь много, ты такое переносишь, ты с таким токсичным человеком общаешься, да, может быть, поэтому.
Может быть, потому что вы человек, известный в определенных кругах, и люди, ну, многие вас знают, да, а ее никто не знает. И то есть, пользуясь вашим именем, рассказывая какие-то там прям подробности, да, личного характера, она, опять же, говорила, что я там доверенное лицо у нее, и я ее там спасаю, либо я его вытаскиваю, решаю его проблемы, потому что человек постоянно куда-то вляпывается. Да, ну, какая-то такая гадость, грязь и гадость мне идет. И что еще я хочу вам сказать, что эта женщина, вот она никогда не признает своей вины. Никогда. Вот вы ее прям перед фактом ставите, да, приводите свидетелей, либо приводите тех, кому она в лицо говорила про вас гадости. И она не будет признавать. Она будет прям в конвульсиях биться и говорить, что нет, меня подставили. Я никогда ничего про тебя не говорила, не обсуждала. Это злые люди, хотят нас поссорить, понимаете? Вот как-то так она все перевернет. И, возможно, она мастер перевоплощения, либо у нее артистический талант, но вот может так вас сильно запутать, что, ну, вы сами начнете сомневаться в том, что вы знаете. Женщина, конечно, не промах, с ее-то талантами, но действительно на сцене блистает. Да, она очень классно вживается в роли и очень быстро переходит из одной роли в другую роль. Но, с другой стороны, для вас это очень важный и очень, как сказать, судьбоносный звоночек, да? Потому что если вы дальше будете общаться с этой женщиной, то таких моментов будет все больше и больше. И она как будто бы, знаете, находясь у вас в тылу, полностью подорвет всю вашу репутацию, опорочит ваше честное благородное имя и настроит огромное количество людей против вас. Просто вот люди будут, ну, избегать общения с вами. Избегать, вот даже до такого может дойти. Поэтому, ну, здесь даже не просто горячая новость, это очень важное предупреждение. Дружба дружбой, родственные связи, ну, как бы святое, конечно, но если человек занимается такими вещами, повышает свой статус, топя вас, то, извините, зачем вам такие подруги, зачем вам такие родственники? Что вы хотите? Остаться у разбитого корыта? Причем вы ничего плохого не сделали, да? Вас просто утопят в грязной воде. Да? Вот такая вот, в кавычках, добрая подружка, либо добрая родственница. Вы узнаете, вы поймете, вы будете разбираться. Она будет играть, что нет, меня подставили. Поэтому вам такой совет: лучше как бы не разбираться с ней, а прекратить, да? Прекратить это все. И можно еще, конечно, попросить, чтобы она вот при этом человеке, да, сказала, что этот человек сам дурак, ее неправильно понял. Лучше прекратить всяческое общение и вообще, в принципе, да, дистанцироваться, чтобы вас с ней ничего не связывало, чтобы ей было сложнее марать ваше имя, да? Чтобы люди сказали: ну откуда ты знаешь, почему ты можешь так утверждать, ты же с ней не общаешься, да, вы же не общаетесь. Вот так настолько должно быть. Иначе эта женщина, пусть не сейчас, но может вас погубить. В прямом смысле слова, да, подорвать вашу репутацию, и многие люди будут избегать общения либо связи с вами из-за нее. Да, она поднимет свой статус, но ценой вашего как будущего, вашей репутации. Да. С такими людьми нужно подальше. Еще одна горячая новость касается какого-то подарка. Подарок. Вам кто-то хочет сделать подарок, либо кто-то для вас уже приобрел подарок. И, возможно, этот подарок, он не совсем то, ну, что вам по вкусу, да. Ну, бывает такое, да, у людей разные вкусы и разные представления. Для кого-то книга – это самый там лучший в мире подарок, а для кого-то, например, там деньги, да, хороши, потому что вы можете на эти деньги купить то, что вам нравится. Бывают вот люди даже специально говорят: ничего не дарите, подарите лучше деньги. Ну, сколько там можете, да, сколько хотите, столько и подарите. А я себе уже на эти деньги куплю то, что я конкретно хочу, либо добавлю и куплю то, что я конкретно хочу. Тут, возможно, такая ситуация, что вы, например, предупреждали, либо говорили, что вы хотите конкретно, либо деньги просили, а человек все равно решил вот поступить так, как ему хочется. И желательно вам этот подарок принять, потому что у человека, как я понимаю, какая-то биполярочка может быть, да, что это может спровоцировать человека на истерику. И, казалось бы, да, ерунда какая-то, подарок. Вы можете так сильно рассориться с этим человеком, и этот человек потом вообще ничего не будет воспринимать, и невозможно будет с этим человеком поговорить,
человек просто вот, ну, исчезнет, да, из вашего пространства. А я вижу, что этот человек все-таки вам дорог, близок, и с этим человеком вас многое что связывает. Да? Просто сделайте над собой усилия, примите этот подарок, скажите: о, как прекрасно, замечательно, там, мечтала, хотела, спасибо. Подыграйте, да? Немножко подыграйте. И все у вас будет хорошо. А потом просто на будущее имейте в виду, что человек все равно будет дарить то, что считает нужным. То есть говори, не говори, там как бы не помогает. И также, если вы, например, девушка, а ваш мужчина, либо муж, да, дарит вам подарок, и вы конкретно ему 10 раз сказали, что вы хотите, где это продается, да, сколько оно стоит, там, фотографии сбрасывали, там, сбрасывали ценник, все прям там, все ему рассказали, а он все равно покупает что-то другое, тоже, пожалуйста, сделайте вид, что вам очень-очень сильно понравилось, и вы максимально довольны. Заберите чек, идите, поменяйте, либо верните и купите то, что вам необходимо. Потому что вы можете поссориться. И эта ссора, она станет лавиной в будущем, да, перерастет в лавину. Из этой ссоры прям целая цепочка ссор вырисовывается. Да, вы подорвете чувства и эмоции, вы подорвете доверие, вы посеете какие-то сомнения в этом человеке. Я же говорю, биполярочка какая-то. И потом этот человек просто на вас как на врага смотрит. Оно вам надо? Не надо. Надо подыгрывать, да? Может, у человека нет вкуса, может, фантазии, может, у человека рассеянное внимание. То есть в одно ухо влетает, в другое вылетает. Просто подыграйте и скажите, что вы максимально довольны и вам все понравилось. Все. Закончено. Ругаться, тыкать носом, говорить: да я же тебе объясняла, да я же тебе вот показывала. Не стоит, девочки, не стоит. Оно того не стоит. Может быть, у мужчины сейчас такое состояние в жизни, да, либо у того человека, кто будет дарить подарок, когда нервы на пределе, и вот последняя струна, она лопнет, и может случиться что угодно. И может даже случиться непоправимое, да, человек просто вот такой в моменте выгорит, и потом лечиться очень долго будет. И вас будет ассоциировать со своим вот этим нервным стрессом, да? Поэтому лучше и не надо. Так, еще к вам кто-то в гости собирается ехать. Причем человек собирается не скоро, честно говорю, не скоро, но очень много об этом будет говорить. И будет складываться впечатление, что человек там буквально завтра приезжает. Вот. Когда у вас сложится такое впечатление, вы прям конкретно уточните дату. Так и скажите, когда тебя ждать, да? В какой день, какого месяца, да? И тогда человек вам объяснит. А человек такой прям говорит в реальном времени, что вот все, я еду, я выезжаю, я уже в пути, там буквально, да, подъезжаю к тебе. А на самом деле у человека только планы. Планы, что вот я приеду, мы пообщаемся, там вместе время проведем. А вы представляете, вы так, сердце начинает бешено стучать, и вы думаете: Господи, уборка, там, привести себя в порядок, там, эпиляция, еще то, 5-е, 10-е, и у вас стресс начинает расти. А человек-то приедет там через месяц, а говорит, что уже сейчас едет. Да? Лучше уточняйте, и тогда не будет стресса. Мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.